36 новеньких автомобилей стоят, выстроившись в ряд, подобно большой гирлянде, раскинутой перед площадью Алания. Автопарк ГИБДД сегодня пополнился новыми автомобилями. Торжественная церемония вручения ключей сопровождалась показательным выступлением. У детей тоже есть свои права. Все дети обязаны учиться, и за всеми детьми должны ухаживать. Вне зависимости от расы, цвета кожи, пола, языка. Сегодня отмечается День прав человека. О значимости даты говорили в лицее Магаса. Второй по счету. Центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «Патриот» открыли в Малгобеке. До 500 тысяч – это просто административное наказание. А больше 500 тысяч, если будет конфискат товара, это уже уголовное дело. Двойной удар по подделкам. Ряд товаров с 1 декабря подлежит обязательной маркировке. Новшества и меры наказания за нарушение обсудили в управлении Роспотребнадзора. Всемирный день футбола. НТРК Ингушетия решила не оставаться в стороне. И вот мы здесь. Не игра, а стиль жизни. Во Всемирный день футбола команды Дворца спорта НТРК и ГТРК Ингушетия сошлись на игровом поле. Расскажем об итогах матчей. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Ключи от 36 автомобилей вручили сегодня сотрудникам ГИБДД. Торжественная церемония состоялась в Магасе на площади перед башней Согласия. Новые иномарки позволят существенно повысить мобильность дежурных экипажей в деле обеспечения безопасности и порядка на дорогах региона. После официальной части правоохранители провели показательные выступления. Обо всем подробно в репортаже Зелимхана Калоева. Это можно считать настоящим предновогодним подарком. Главная елка республики. Напротив, 36 новеньких автомобилей стоят, выстроившись в ряд, подобно большой гирлянде, раскинутой перед площадью Алания. Шкода Октавия. Так много спецтранспорта здесь не было еще со дня празднования Дня Победы. Ключи от заветных автомобилей вручает сотрудникам ГИБДД лично министр внутренних дел. Транспорт берегите, новый. Здесь он поможет вам в охране правопорядка. Нарушителям не скрыться. Отныне любителям рассекать по улицам Ингушетии придется понервничать. С таким транспортом сомнительно, что удастся уйти от страж порядка. Toyota Camry 060, право вручения останови машину. Ильяс Евлоев инспектором отдельного батальона дорожно-патрульной службы работает 3-й год. Таких наворотов в автомобиле еще не встречал. С новой машиной служба однозначно еще приятней. Машина оснащена камерами видеонаблюдения и спереди, и сзади, и салон, как вы видите, оснащается. Сейчас, остановив правонарушителя, ты можешь ему уже показать визуально его правонарушение и после этого составить административный материал по данному нарушению. Потом... А раньше были у вас такие условия? Раньше, к сожалению, нам приходилось... Там был переносной видеорегистратор, то есть флешка пишет все, и приходилось приезжать в ГАИ и через компьютер смотреть данное видеонарушение, переписывать его на диск, и получалось с нарушителем, показывать ему данное нарушение, приходилось, долгий процесс вот этот происходил. А сейчас намного все проще, упростилось. Также все авто оснащены радиостанциями, планшетами, подключенными к необходимым в работе базам данных, сигнальными устройствами и медицинскими укладками. Естественно, машина как иномарка, поэтому и двигатель у них усиленный, так как высшего класса и салон, как вы видите. В строевом разводе полицейских нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка, принимает участие состав ингушского гарнизона, руководители служб и строевых подразделений. Министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин поздравил всех с этим важным событием и отметил, что никакая техника не может заменить сотрудника полиции, Который каждый день и в зной, и в дождь, и в снег несет службу и охраняет покой жителей республики. И эти люди стоят сегодня в этом строю, плечом к плечу, готовые бороться с преступностью и защищать слабых. Именно вы стали основой безопасности и спокойствия жителей республики Ингушетия. Именно вы являетесь лицом всей полиции. Верность присяге, добросовестное исполнение служебных обязанностей, чувство долга, самоотверженность и смелость являются традиционной и уважаемой чертой сотрудников органов внутренних дел.
За этот высокий показатель духа наш народ испытывает заслуженное уважение и чувство благодарности к сотрудникам полиции. Сохраним же и приумножим это народное доверие. Будьте решительными, будьте отважными, поддерживайте и помогайте друг другу. Однако будьте бдительны и умелы в действиях и помните, каждого из вас ждут дома. Заступайте на службу и несите ее достойно. На моей памяти первый случай, когда вот такой арсенал был предоставлен сотрудникам внутренних дел. Это большой подарок Министерства для республики. Это дополнительная сила для того, чтобы вы бдили порядок в республике. Я думаю, что и в будущем, и в дальнейшем мы увидим и доживем до того дня, когда у нас будут и свои служебные вертолеты, на которых мы сможем летать и в горной части республики. Значит, что мы везде установим безопасность города. Есть такая программа, установим свои камеры наблюдения. И все это будет в помощь сотрудникам полиции. Новые автомобили поступили в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Нацпроекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Авто обладают повышенными динамическими характеристиками, которые сегодня необходимы как для преследования нарушителей, так и для осуществления сопровождения. С появлением такого арсенала борьба с нарушителями должна выйти на принципиально новый уровень. Прежний автопарк был сильно изношен. Количество транспортных средств было явно недостаточным, эксплуатировался круглосуточный транспорт, в большинстве случаев не выдерживал, часто ремонтировался. Сейчас действительно это одни из лучших моделей, высокодинамические, с хорошими силовыми качествами, маневренные. Также в ходе мероприятия доложили оперативную обстановку по республике и имеющиеся ориентировки, после чего полицейские продемонстрировали свою боевую готовность. Сотрудники Центра кинологической службы обезвредили условного преступника. А дальше все как в экшн-фильмах. За дело берется отряд спецназначения «Гром». Приемы рукопашного боя. Сразу после демонстрации сил и возможностей личный состав Министерства внутренних дел заступает на охрану общественного порядка и безопасности. Колонна из более 200 человек торжественным маршем прошла по главной улице столицы. Зелимхан Калоев, Джамалейл Тамасханов, Новости 24. Сегодня мировое сообщество отмечает День прав человека. Дата выбрана в честь принятия и провозглашения Генассамблеи ООН в 1948 году Всеобщей декларации прав человека эпохального документа. И это уже 71-я годовщина принятия декларации. Об истории этого дня, его значении для мирового сообщества рассказывали сегодня учащимся школы-лицея города Магаз. Урок провели студенты-юристы. Репортаж Рины Тичоевой. Студенты юридического факультета Ингушского государственного университета рассказывают учащимся 5-6 классов о том, как важно знать о своих правах и обязанностях. Вспоминают здесь историю создания Конвенции по правам ребенка. Презентация проходит в форме различных мультяшных картинок. Вспоминают здесь историю известной Рапунцель, мачеха которой ограничила ее в свободе, тем самым нарушив права и обязанности. Именно так студенты пытаются заинтересовать внимание учащихся. И это у них получается. В сказке, конечно, добро всегда побеждает зло, но в жизни все гораздо сложнее. По статистике Всемирной ассоциации ООН права каждого 10-го ребенка нарушают. Чаще всего это происходит в общественном транспорте, в социальных и образовательных учреждениях. Нередко права ребенка нарушают и сами родители, не дают должного воспитания и образования. Чтобы учащиеся знали, какими правами они обладают, студенты пытаются тщательно объяснить значение каждой статьи Конвенции. Это такое международное соглашение. То есть государства пришли к соглашению, будут соблюдать в своей стране права каждого ребенка. И наше государство тоже подписалось под этим документом, а значит, дало слово всему миру защищать своих маленьких граждан, своих детей. А вообще, главное право каждого человека – это право на жизнь. И маленький ребенок, маленький ребенок также имеет право жить.
Жить, быть образованным, получать бесплатные медицинские услуги и не только. У ребенка достаточно прав. Любовь, конечно, не прописана ни в одной статье Конвенции и Декларации, однако через право иметь семью оно реализуется на практике. Правовой грамотностью дети обладают. К примеру, Камила Ганаева. Девочка отмечает, что такие лекции помогают разбираться в своих правах. Такие лекции у нас проходят очень часто. К нам приезжают студенты, у нас бывают разные презентации, у нас бывают разные уроки на эту тему. Мы узнали из этого то, что у каждого человека есть право на жизнь, есть право на образование, на работу. И то, что есть очень много документов, которые доказывают то, что детей нельзя обижать и бить, защищают нас. У детей тоже есть свои права. Все дети обязаны учиться, и за всеми детьми должны ухаживать. К примеру, сироты. Для них делают специальные органы для того, чтобы у каждого сирота была своя семья. Каждый родитель обязан следить за своим ребенком и ни в коем случае жестоко с ним не обращаться. Такие познавательные уроки студенты Ингушского государственного университета пытаются проводить во всех школах региона. Если взрослые лучше разбираются в своих правах, то детям немного сложнее ориентироваться в правовом пространстве. Целью данного мероприятия является просвещение детей по юридическим вопросам, а именно по вопросам их прав, обязанностей и свобод, а также ознакомление школьников и всех детей с международными документами о правах человека. Нам кажется, что данное мероприятие очень важно, так как оно помогает повысить уровень в правовой сфере знаний, а также повысить уровень правовой культуры у детей и позволяет познать и освоить их права и обязанности. Международный день прав человека отмечается во всем мире 10 декабря. В приоритете защиты прав стоит всеобщая декларация, которая включает в себя перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав. Конвенция внесена в Книгу рекордов Гиннесса как документ, который переведен на более чем 400 языков и диалектов. За защитой прав человека в нашем регионе стоит аппарат уполномоченного. За последний год правозащитники провели большую работу. По итогам 2019 года в аппарат уполномоченного обратилось 811 заявителей. Из них 260 заявлений было письменных и около 600 было устных заявлений. В основном эти заявления касаются восстановления социальных прав. Чаще всего обращения, рассматриваемые аппаратом, разрешаются в пользу обратившихся. Помимо основной работы по защите прав, орган проводит круглые столы, лекции в высших учебных заведениях, уроки в школах и не только. Международный день защиты прав – это еще один повод обратить внимание всего человечества на права и обязанности граждан, независимо от пола, национальности, вероисповедания и социального статуса. Рина Цичоева, Магомед Дидигов. Новости 24. Более 100 человек из 20 помещений аварийного жилья планируется переселить в регионе до Нового года. Это станет возможным за счет реализации регионального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Как отмечают в региональном Минстрое, расселение планируется путем выкупа аварийного жилья у собственников. Уже подготовлены соглашения с 9 собственниками о выкупе жилых помещений общей площадью 420 квадратных метров на сумму около 13 миллионов рублей. В них проживают 45 человек. Напомню, что премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что в 10 субъектах страны так и не начали до сих пор программу расселения граждан из аварийного жилья. В их числе Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Кабардино-Балкария, Забайкальский, Ставропольский край, Тамбовская, Тверская и Еврейская автономная области. Конституционный суд сегодня рассмотрел обращения заявителей, страдающих заболеваниями, на лечение которых, согласно закону, лекарства должны отпускаться бесплатно по рецепту врача. Из жалоб людей следовало, что медикаменты им не предоставляются, ссылаясь на отсутствие бюджетных средств на их закупку. По мнению заявителей, такое положение нарушает конституционные права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Жалоба граждан касается того, что, по их мнению, недостаточное выделение средств в республиканском бюджете на получение льготной категории граждан лекарственных средств нарушает гарантированное Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Ингушетия право граждан на медицинскую помощь.
30 лет назад на Первом съезде народных депутатов СССР была принята декларация о признании незаконными репрессированных актов против народов, подвергшихся переселению, а впоследствии и закон о реабилитации репрессированных народов. Документ стал одним из самых гуманных законодательных актов в истории России. Эта тема стала главной на сегодняшней встрече представителей правительства, депутатов, богословов со студентами топливно-энергетического колледжа. Микаил Тангиев тоже присутствовал. В этом году исполнилось 30 лет со дня принятия Декларации репрессированных народов. Это было судьбоносное решение для всех, кто пострадал в ходе сталинской депортации. Исторический документ принимается преобладающим количеством голосов депутатов – 370 за, 5 против, 16 воздержались. Над выходом в свет этого уникального по своей значимости документа трудились многие представители власти, депутаты, историки и простые труженики. Безусловно, огромная заслуга принадлежит истинному патриоту, народному депутату Мусе Юсуповичу Дарсигову. Так о нем отзываются и те, кто находился рядом с ним в самые ответственные минуты в Кремле. Принятие декларации о восстановлении всех прав незаконно высланных народов СССР стало важным политическим шагом, положившим начало исторической справедливости в отношении всех депортированных народов. И сегодня в топливно-энергетическом колледже с гордостью вспоминают достойного сына своего народа. И вот, собравшись здесь, вспоминая его, значит, он не умер, значит, он жил в наших сердцах, в наших душах, в наших делах. После того, как была принята декларация, было необходимо добиться создания своей республики. В Москву приехала делегация, которая организовала встречу с Борисом Ельциным. По итогам беседы было решено провести референдум, который прошел 30 ноября 1991 года, где ингушский народ изъявил желание остаться в составе России самостоятельной республикой. Прошу рассмотреть вопрос о создании ингушской автономии Советской Социалистической Республики в составе РСФСР, объединив исторически сложившуюся территорию Ингушетии, какой она была до упразднения ингушской автономии в 1934 году. Простой в душе, справедливый, патриот своей родины. Так вспоминает об отце Магомед. Многие знают Мусу Дарсигова как очень грамотного политика и непоколебимого борца с несправедливостью, но мало кто знает, каким человеком он был в семье. Сколько себя помню, никогда не слышал и не видел, что он на своих детей хоть глазом не так посмотрел, а что-то там закричать, я вам клянусь, такого не было никогда. А соседи, не то что соседи, кто бы к нему не обращался, хоть 5-летний ребенок, он мог с ним пойти решить его вопросы. Он безотказный человек был. Сегодня каждый, будь то старшее поколение или молодежь, все без исключения помнят, кто стоял у истоков осуществления мечты ингушского народа. Для меня очень важно сегодня присутствовать на этом мероприятии, так как наше молодое поколение не должно забывать этого человека. Дарсигов сделал много хорошего для нашего поколения, и поэтому мы должны ценить и уважать все, что он сделал. Мы давно решили, что будем проводить памятные мероприятия всех выдающихся людей нашей республики, людей, которые внесли значительный вклад в дело развития нашей республики. Пока мы не начнем ценить тех людей, которые приносят пользу, мы не поймем, кто нам вред наносит. Поэтому мы целенаправленно, стабильно будем проводить эти мероприятия, вас приглашать и знакомить общественность республики с их делами. Закон о реабилитации репрессированных народов для всех людей, пострадавших от политических преследований, стал не просто важным документом, а актом справедливости. Именно благодаря этому документу нам удалось возродить свою республику. Вся эта кропотливая работа послужила тем фундаментом, на котором впоследствии не раз принимались жизненно важные решения в судьбе нашего народа. Микаил Тангиев, Магомед Майсигов, Новости 24. Минприрода предупредила об опасности мусорного коллапса. Для предупреждения этого предлагают развернуть информационную кампанию по повышению собираемости платежей, обязать бюджетные учреждения покрыть долги, а также привести в порядок контейнерные площадки. Кроме того, ведомство не против рассмотреть возможность компенсации для региональных операторов и переоценки нормативов накопления ТКО. Центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «Патриот» открыли в Малгобеке. Это уже второй такой центр в городе. Здесь ребята могут прийти на свой первый урок мужества и в теплой и дружеской обстановке пообщаться с участниками боевых действий, научиться многому у них. Первый подобный центр «Молодой патриот» открыли здесь 5 лет назад. Глава Ингушетии дал поручение о создании таких центров во всех городах и районах республики.
Послушали истории из первых уст, как говорится, чтобы те люди, которые на различных мероприятиях выступают, рассказывают им о подвигах, как бы получается, вот нашей всей страны, вот чтобы они именно сегодня рассказали личную историю. Мне кажется, это будет для детей очень полезно. МВД и Минкомсвязи готовят для россиян новый сервис, который может заметно облегчить и сделать более прозрачным процесс покупки автомобиля с рук. Оформление договора купли-продажи станет куда проще и уменьшит возможность мошенничества. Документы купли-продажи предлагают перевести в электронный формат. На госуслугах должен появиться новый сервис. Упоминается возможность проверить количество собственников, а также отсутствие ограничений на продажу автомобиля со стороны судебных приставов или финансовых учреждений. Не находится ли машина в розыске и тому подобное. Ряд товаров с 1 декабря подлежит обязательной маркировке. Отныне производители обязаны маркировать автомобильные шины, фотокамеры и духи. Делается это во избежание подделок. Изменения на рынке, касающиеся многих, обсудили в управлении Роспотребнадзора. Участники публичных слушаний рассказали о всех тонкостях новых рыночных правил, связанных с обязательной маркировкой товаров, и подвели итоги деятельности управления. Дана Плиева с подробностями. То маркировка товаров будет полезна для производителей. Компании смогут проанализировать путь продукта до прилавка и спрос в конкретном регионе. Основной вопрос, затронутый в повестке сегодняшнего совещания, касается обязательной маркировки некоторых товаров с декабря этого года. До настоящего времени такая система работала в стране в экспериментальном формате. Специальные штрих-коды были нанесены на меховые изделия, лекарства, алкоголь и табачную продукцию. Начиная с 2019 года уже действует такая же маркировка по обуви. Будет действовать по таким товарам, как одежда, верхняя одежда для мужчин, верхняя одежда для женщин, парфюмерно-косметическая продукция, шины, обувь, ну и так далее. То есть в конечном итоге к 2024 году планируется, что вся продукция, которая реализуется на рынке, то есть это и пищевая продукция, и непищевая продукция, будет маркирована соответствующим образом. Сам переход на систему маркировки будет поэтапным. Уже сейчас предпринимателям необходимо зарегистрироваться в системе под названием «Честный знак» и начать маркировать продукцию определенным штрих-кодом. Оборот немаркированных товаров строго запрещен. Карается вплоть до уголовного наказания и конфискации, если предприниматели вовремя не ознакомятся с нововведениями. До 500 тысяч – это просто административное наказание, а больше 500 тысяч, если будет конфискат, у них товар будет, это уже уголовное дело. Я бы хотел просто обратиться к нашим предпринимателям, чтобы они понимали, что это необходимость. Если сегодня, завтра, послезавтра даже у них это все пока проходит, но в любое время могут прийти надзирательные органы, которые проверят это все. И у них могут появиться большие проблемы, потому что это узаконено, это должно быть, это и распоряжение правительства Российской Федерации. Вбив штрих-код в специальный информационный ресурс, любой потребитель может узнать производителя, срок годности и другие данные о покупке, что значительно снизит продажу фальсифицированной продукции и обеспечит качество товара. С этим согласны многие из представителей малого и среднего бизнеса, присутствующие на сегодняшней встрече. Амирхана Олегова можно по праву назвать одним из первых предпринимателей в регионе. Он выпускает колбасные изделия под брендом «Олеговский» с 1993 года. Мне кажется, производство товаров и продовольственных товаров, и таких товаров, вот он конкретно говорит, там шубы, одежда, обувь, это тоже приведет к улучшению качества продуктов. Мне кажется, так будет обязательно. Согласно федеральному закону, до 2025 года маркировку распространят на ювелирную, пищевую, легковую, авиационную, топливную, химическую и даже электронную продукцию. Ну а в планах управления Роспотребнадзора на следующий год усилить работу в этом направлении. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Марафон добра. Донорская акция под таким названием на республиканской станции переливания крови проходит с 9 по 12 декабря. Сдающий кровь должен быть здоров и старше 18 лет. Как отметили врачи, накануне и в день сдачи крови нельзя употреблять жирную, жареную и острую пищу – яйцо, масло, шоколад, орехи и финики. Утром рекомендуется выпить сладкий чай и приходить с хорошим настроением. При себе обязательно иметь паспорт.
Сегодня во всем мире отмечается День футбола. Для миллионов людей это не просто игра, а стиль жизни. Спортивный праздник работники телекомпаний и главного спортобъекта республики отметили яркими и зрелищными матчами. На поле сошлись команды Дворца спорта, НТРК и ГТРК Ингушетия. Наш корреспондент Идрис Ижиев не только наблюдал за игрой и расскажет подробно, кто победил в дружеском противостоянии футболистов. В первом матче встретились команды национальной телерадиокомпании и ГТРК. Матч обещает быть захватывающим. Несмотря на товарищеский статус, проигрывать не хочет никто. Свисток дан, мяч в игре. Команда НТРК под предводительством Амира Цичоева заранее избрала тактику владения с максимальным количеством точного короткого паса. Коллеги с ГТРК, напротив, хороши в отборе и коллективном прессинге. Первый гол не заставил себя долго ждать. После блестящих перепасовок и отличного забегания нападающий вносит мяч в сетку. 1-0. ГТРК не отчаивается, ведь время на отыгрыш еще есть. Несколько разящих атак, но чуть-чуть не везет. Игра проходит ровно, без нарушений и жестких стыков. Под конец ребята из национального телевидения забили еще несколько мячей, одержав победу с общим счетом 3-1. Всемирный день футбола, НТРК Ингушетия решила не оставаться в стороне. И вот мы здесь, мы уже сыграли один матч, нам предстоит второй поединок. Ну, если говорить по игре против наших коллег из Назрани, соперники были достойны, нужно отметить. Ребята старались, ребята навязывали борьбу, грубо говоря, да, но чуть-чуть больше повезло нам. Было больше сыгранности, можно сказать, и Тимурлан Хамхоев, и Идрис Ижиев и Гелани. Мы, в общем, уже в одном турнире участвовали и больше друг друга понимали, кто на что способен. Поэтому одержали победу важную для нас, потому что следующий матч решит, станем ли мы победителями Кубка НТРК по мини-футболу или не станем. Спортивный праздник неспроста, ведь сегодня весь мир празднует день самой популярной игры с мячом. На первый в истории Кубок НТРК сегодня собрались 3 команды. 2 телевизионные и 1 от Дворца спорта «Магаз». Такие дружеские встречи способствуют сплочению коллектива и отличному настроению. Скрасить серые трудовые будни отличной игрой на свежем воздухе. Именно этим славится футбол. Особенно отрадно, что мы сыграли во Всемирный день футбола, когда во всем мире празднуется, отмечается спорт номер 1. Этот спорт любим миллионами в нашей стране и за пределами. Поэтому очень отрадно, что мы провели здесь. Сегодня еще наша работа, она такая, что мы, хотя и на выездах, но она у нас и сидячая в том числе. Поэтому это очень добрая традиция, которая, я надеюсь, будет продолжаться, заложена нами и нашими коллегами с НТРК. Следующая игра прошла между командами ГТРК и Дворца спорта. После первого обидного поражения назрановцы решили не отсиживаться в обороне и быстро взяли игру под свой контроль. Однако оппоненты не думают сдаваться и пытаются навязать свой ритм. Все же мастерство нападающих взяло вверх, и государственное телевидение расписалось в воротах несколько раз, пропустив единожды. В финале снова встретились телевизионщики. В этот раз назрановцы собрались силами и пошли вперед. Отличный контроль от команды НТРК не дает сбоя, несмотря на прессинг. Матч проходит в борьбе с минимум моментов, ведь цена ошибки велика. Все же после отличного прострела нападающий замыкает передачу и делает счет 1-0. НТРК сегодня триумфатор. Отличный футбол продемонстрировали все участники. Первый в истории Кубок НТРК прошел на отлично. Будем надеяться, что это станет доброй традицией, и в будущем День футбола будут отмечать под лозунгом Кубок НТРК. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Ингушский спортсмен Ибрагим Евлоев, представляющий спортклуб «Чингис», стал обладателем серебряной медали чемпионата Европы по тхэквондо в олимпийской весовой категории до 58 килограммов. Соревнования проходили в Ирландии, в городе Дублин. Призера чемпионата Европы вместе с родными и друзьями в аэропорту Магаз встречала и наша съемочная группа. С борта самолета вышел ничем не примечательный наш спортсмен по тхэквондо Ибрагим Евлоев. Скромного, простого парнишку, за которым идут достижения международного уровня, встречают все близкие, кто болел за его успех. И главный из них – его тренер. Стремление пробиться на высокий ступень спорта преследуется им уже много лет. К этому результату мы готовились, я вам скажу, около 30 лет. Мы мечтали о золоте, но получилось так, серебро. И так хорошо, отличный результат. В последнее время мы готовились дома и в Питере.
Там проходили сборы. 300 участников на чемпионате Европы в Дублине встретились в 4 весовых категориях по олимпийским местам. В категории 58 килограмм выступал Ибрагим, где его ждали 32 соперника в отборочной сетке. В начальной борьбе он выступил против участника своей же команды. Сборная России с легкостью одолел его и шел дальше, до финального турнира, где уступил представителю Британии. 4 победы и 1 поражение. Каждый бой у меня тяжелый был, равные бои были. И, в каждом бою я много сил отдавал. Приходилось вытаскивать эти бои. И в финале я немного подустал, но мог выиграть. И в начале 3-го раунда я уже подустал и начал много отдавать, и по замечанию проиграл. Он с уверенностью забрал свое серебро, что стало стимулом для его товарищей по тренировкам. Собрались встречать спортсмена даже юноши, цель которых – проложить собственную спортивную карьеру в подобном стиле. Тренера спортивных секций специально сегодня собрали этих ребят для демонстрации примера, в котором нет предела человеческим навыкам. Республика каждый день финалист чемпионата Европы по мужикам. Надо Гаги Махмуд сделать результат, делал ахетамца Ухшара, делал ахетамца Ибрахим сделать Зевлоев. Дуацирк хамегде саншира шиншира кашира кахига дуацирк итчара шитчара койчара кахигиш результат дерги халон чак баны док ахига док хасыр дяхка кахигиш тренировкашта аш док ахига вовеж мотигез тонч одах результаты док согот ханцо. После восстановительного процесса нашего героя вновь ждут тренировки. Личный тренер Ибрагима Ахмед Камурзоев уже подготовил календарный план, где больше будут работать над выносливостью. Благодаря серебру спортсмен закрепил за собой членство в сборной России и уже скоро будет выступать на Кубке Европы. Рина Цичоева, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Спасибо за внимание и оставайтесь на канале Ингушетия.